Сябры, вітаю вас. Скажите, ці ёсць гук? Напишите, калі ласка, ці ёсць гук, ці мяне чутно. Сёння гамельчукі сустракаюцца ў аблвыканкаме са старшынёй аблвыканкама Геннадзіем Салаўёвым. Яны сабіралі подпісы, 2000 подпісаў было сабрана за тое, каб чыноўнік з імі паразмаўляў. Хаця можна ж і без подпісу, напэўна, сапер. Сябры, скажыце, ці ёсць гук. Напішыце, ці ёсць гук. Ці ён добры? Ці вы чуеце мяне? Не ведаю, ці ўсіх пусцяць. Отстоим рабочих! Не такой позицию бастуем! Правильно? Отстаните вратарь! Не добавляем! Освободите политзаключенных! Где освободите? Рабочих мы запугиваем! Позвони. Освободите свободу Руслана Рустама! Ни за что денег! Добрый, я ще раз вітаю. Я нагадаю, що хутка адбудзецца сустрэча з Геннадзіем Салаўёвым. Гэта кіраўнік аблвыканкама. Гамельчукі збіралі подпісы, каб з ім сустрэцца. І сёння на 6 гадзін прызначана гэта сустрэча. Я не ведаю, ці ўсе пойдуць, ці ўсе з месяца, ці ўсіх пусцяць. Ну, прынамсі, я мяркую, што гэта натоўп сабраўся туды ісці, хаця варта паразмаўляць, ці гэта там, што няма каардынацыі. Ну, ёсць нейкія маленькія групы, ёсць каардынацыя ў асобных тэлеграм-каналах, але, канешне, шмат чаго адбываецца, конечно, какие-то кожны па сваёй ініцыятыве нешта прапаноўваюць, людзі нешта рэалізоўваецца, і цяжка зразумець. Ну, мы зараз запытаемся, ці ці людзі збіраюцца ісці да Геннадзія Салаўёва і пра што яны збіраюцца з ім размаўляць. Дзень добры, вы збіраецеся да Салаўёва ісці, так? Ці што? Што зараз будзе? Ці проста пастаяць? Ну, я слухала, что он не выйдет к нам. Мы подписи ставили несколько дней тому назад. 2000 было собрано подписов. Да. Но только что мне позвонил муж и сообщил, что каким-то чином он доведывался, что он к нам не хочет выходить. Але вы о 6 пойдете на ганок, так? Ну, я не знаю, мы ждем организатора. Ясно. К 6 часам должен подойти. Ага. Вот. Ну, зрозумела, ага. вот. Пока ты мне помочь. Конечно. Меня просто арестовали, что хлопцев держат. Сказали у вас, что эти самые, что всех выпускали, а держат. Алексей Романов, активіст «Країна для життя», хоче нам розповісти про тих, хто ще знаходиться у ізоляторі, так? Да, здравствуйте. Это фашистская лживая власть всем на весь свет сказала, на всю страну сказали, что всех выпустили арестованных. Ложь. Моего товарища Лешу Жулаева держат еще в Брагине. Он был членом инициативной группы
Светлана Тихановская. Его арестовали и держат. Уже всех многие повыпускали, но его держат, что собаки. Брешут они, это фашисты. Не верьте им. Лживая, подлая это власть. Продажная, предатели это, враги народа. Вот и все. Сидят еще люди, не выпускают, не собираются выпускать. Сябры, я нагадаю, що я ще знаходиться у ізоляторі довірена особа Світлани Тихановської, Юрій Уласов і довірена особа Тетяна Каневська. Це два чоловіка, вони були превентивно затримані. Тетяна Каневська і Юрій Уласов були превентивно затримані напередодні виборів і у дочиненні до обох у дочиненні до обох довірених особ узбуджена кримінальна справа. Юрія Уласова обвинувачують у образі міліціянта, а Тетяну Каневську наогул перевезли у Менськ, і вона буде проходити по той же самій кримінальній справі, як і Сергій Тихановський, нібито вона створила там деякі умови для безпорадків, підбухторювала до вуличних безпорадків. Зараз нам Он вообще как не помогает. Инвалидам. Вот к этому подойти. Вылезти ушаки. День добрый, девчата. Что скажете, пойдете до Соловья сегодня, так? Попойдем, да. А что хочете от его? Ну, хотим, чтобы освободили политзаключенным, хотим честных выборов, хотим, понимаете. Украли наши голоса, мы крайне недовольны этим. Очень обидно, поэтому пришли сюда поддержать народ. Но самое сердце болит за тех мальчиков и девочек, которые сейчас, я считаю, незаконно удерживают. И спать ночами нельзя, когда ты знаешь, что твоих сограждан так незаконно арестовали. Вот так. Дякую. Наших детей, несовершеннолетних. Сегодня мы должны поддержать рабочих, иначе их начнут увольнять. Вы понимаете это? Инвалида возьмут. Ребят, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Возьмите меня, инвалид. Запугивают рабочих, но рабочие наша поддержка, иначе нас будут поодиночке запугивать и потом увольнять. Инвалида возьмите тогда на работу, если Лукашенко того ставит. Что зараз будет отбываться? Это канал Белсат. Здравствуйте. Мы все сегодня собрались так, как мы ожидали власть. Мы ожидали либо мэра, либо работника облсполкома, но, к сожалению, никто к нам не вышел. Почекайте, я не мелися сюди, простите, куди? Ці ви до їх, ці як? Была подписана петиция на 2000 человек, и мы ждали, что к нам выйдут. Но, к сожалению... Тут чекали, пробачте, я просто хочу было удокладнить. договорено Скільки? в 6 часов. Але я ще нема 6 годин. Кажется, есть. Немає. Без 6 минут. Ну, То есть есть надея, что про 6 хвилин Геннадий Соловей з'явится, так? дело в том, что мы уже Петр позвонили Кириченко. в администрацию, сказали, что нужно заранее договориться с мэром. Расскажите про этот сбор подписей, что там было? Вы собрали 2000 подписей? Я не знаю, я просто получила смс приходить в 6 часов. Вы не инициатор сбора Я подписей? не инициатор, нет, я просто человек такой же, как и все. А не что вы сказали про страйкующих рабочих? Да, я слышала такое, что благодаря тому, что рабочие вышли 13 числа, перестали бить наших задержанных. Им дали воду и дали поесть. Поэтому сегодня мы должны выйти, чтобы не запугивали рабочих, потому что если они не будут показывать свой голос, начнется запугивание. Сегодня массово будут запугивать рабочих и угрожать им увольнением. Дякую вам. Здравствуйте. Окей. Если вы хотите, мы можем вам сейчас... Ребята! Стой. Ребята! Тишина! 5 минут назад позвонили в горисполком. Можете... Сейчас просто мы включили колонки, потому что у нас мощнее, к сожалению, нету средств связи и звучания.
Поэтому, пожалуйста, тихенько, просто послушайте разговор с горосполкомом. Меня зовут Евгений, я проживаю в городе Гомеле. Это... Кем я сейчас говорю? Управляющий делами горосполкома. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, дело в том, что я очень обеспокоен тем, что происходит в стране, и конкретно в Гомеле. По национальному телевидению у нас вроде как есть первый национальный канал в городе Гомеле. Никаких сообщений, новостей не показывается, ничего не освещается. Поэтому я бы хотел бы знать и просто попросить, чтобы мэр организовал как можно быстрее встречу с народом. Вот. Мне неизвестно, сегодня будет что-нибудь проходить. Ну, я вам не могу сказать за мэра. У вас есть возможность с ним связаться? Ну, я попробую, просто сейчас его нету на месте. Ну, вы как должностное лицо, если не сегодня, пожалуйста, свяжитесь с ним. У нас есть... Евгений, вы же, наверное, можете, допустим, подойти, мы отдельно можем, допустим, переговорить, как-то организовать встречу, проблем с этим. Смотрите, я просто, знаете, вот, я наблюдаю, вот я вот случайно прошел, смотрю, люди вышли на мирную демонстрацию, и я такой смотрю, они вот идут, и как бы они говорят, что они идут навстречу, а я такой смотрю, думаю, ну, непонятно, что идут навстречу. Звоню спросить, а будет ли встреча. Тоже интересно пойти послушать, если будет встреча. Вот я просто звоню узнать, а назначено что-нибудь или нет. Потому что по официальным каналам, к сожалению, ничего не показывается. И информации никакой не подается. То есть, понимаете, такой ноль информации. Поэтому единственный способ это позвонить. Я бы мог напрямую сам позвонить мэру, решить этот вопрос. Но у меня же нету контактов, я в интернете его не нашел. Горосполкома я могу найти номера телефонов. Евгений, давайте сделаем так. Если удобно, вы можете подходить, допустим, завтра утром. Я попробую переговорить с председателем о встрече, договориться, как бы, и мы послушаем вас. Ну, просто я сейчас не могу принимать какие-то решения, чтобы вы понимали. Ага, понятно. Как это мне так назначить? Давайте сразу назначим, что ли. Ну, давайте завтра, допустим, к 10 часам утра, потому что у нас с утра аппаратное совещание. В 10 часов, я думаю, оно закончится, подойдете к милиционеру. Можно, если подойдет несколько человек? Ну, я немножко боюсь один приходить. Ну, нас немного будет, но как бы просто, свидетели просто будут, и все, не более того, несколько человек, понимаете? Ну, послушайте, как бы, опять же говорю, то есть, как бы, я говорю от себя, да, то есть, готовы на встречу, диалог, никаких проблем, как бы, сегодня приходили молодые люди, оставили обращение о том, что, как бы, встреча, как бы, но никто не оставил ни телефон, как созвониться, как вы видите эту встречу. Понятно, я просто, вы понимаете, я хочу решить тоже этот вопрос, как гражданин, я хочу, чтобы в Гомеле было, чтобы... Зараз демонструється аудіозапис, як люди спробують домовитися з Кириченко, каб він до їх вийшов. Скажіть, ці слухали ви сьогодні телеканал «Белсат» Широко? Ці слухали ви сьогодні, ці глядели сюжет про навідування Лукашенком підприємства, як це, Білорусь-Калі? Как его конкретно послали, да, смотрел. Які враження? Какие выражения у него были или его посылали? Ні, які враження у вас від ягоних поводзінів і від поводзінів працовних? Як він себе поводив, як поводили себе працовні? Он поводился крайне грубо, крайне неадекватно. Крайне видно, что у человека непорядки все с психикой. Рабочее, что рабочее? Рабочее – это наше конституционное право, забастовка. На это мы имеем полное право. Дякую. Давайте говорить вообще открыто. То есть он нарушил результаты выборов, захватил власть, правильно? Его надо сажать в тюрьму, правильно? Чего его слушать уже? То есть мы, по Конституции, мы власть, народ власть. Депутаты, где депутаты? Есть здесь кто-нибудь из депутатов? Они запрятались. Запрятались. Вот там за стенами сидят. И депутатов одновременно сменить. Вот. Есть депутаты. Никого кто должен нету. быть за народ вообще здесь? Значит, в Минске, для всех мы быдло, мы овцы, у нас намордники нам шили. Почему Лукашенко сам заявлял, что нам пошлет намордники всем? Понимаете, а они ОМОНовцы ходят. Мы не намордники, понимаете? Говорил, это его заявление по телевидению. Товарищи, у нас власть в руках вся. Чего мы слушаем вот этого вот губернатора? Он тоже незаконно стоит у власти.
Мэр, зачем нам мэр? Он незаконно стоит у власти. Мы собрали власть в свои руки. Да, и надо... С тачком собирать здесь, с тачком. В Минске с тачком уже организуется. По одному от предприятия вот и вперед. Надо забирать власть. А сколько мы будем бастовать? Месяц-два. Он сам не уйдет. Конечно, нет. Сначала договориться с прокуратурой, вот, чтобы нас не трогали. Вот. И работать по одному это самое. То есть приходим в прокуратуру, разговариваем, ты за нас, не за нас, мы тебя снимаем. Нам надо полномочия от штаба Бабарыка и Тихановской, полномочия. Вот. Встреча с депутатами. Пусть соберутся депутаты и подтвердят нашу власть с вами здесь. Не захотят подтверждать, тоже выгоним нафиг. А как одновременно выборы делать не только президента? Одновременно поменять и одних депутатов, и в ЦИК поменять, вторых депутатов. да. Где депутаты, где наша поддержка здесь? И министерство, это МВД, все прокуратуры, все нужно менять, потому что это просто уже надоело все. У нас есть вся сила. Я вам объясняю. Приходим, 5 человек приходим, разговариваем. Ты за народ или не за народ? Если не за народ, предупреждаем его. На тебе будет дополнительная статья. И ты сядешь вместе с ними тогда, если ты не за народ. Нужно сменить власть. Власть, да. Первоначальная наша Надо забирать власть. А сколько мы будем бастовать? Хорошо, сейчас у народа есть деньги, еще они бастуют. Месяц они пробастуют на свои деньги. Бачите, ну ще не почалася забастовка, ніде, фактично. Ну, фактично, но непонятно вообще. Хорошо. Ни одного дня не бастовали. Хорошо, санкции, хорошо. Президент уже на ЦК открыл голову на дело. Пытается заткнуть народ всем. Тихановская боится пока возвращаться, вы поймите. Она боится. Давайте забирать власть в Гомеле. И предупреждать, что мы от Тихановской. Мы ее сторонники. Я могу показать телефон. Платформа «Голос». 2 бюллетня слева-справа, что я голосовал за Тихановскую. Товарищ. Сябры, мы пошли, куда-то на толп пошел, ходимте раз... А, забыл. Люди кудись пошли, зараз ми... Не ведаю, що зараз відбувається. А ні, яны збираються на пляцовці. А, збираються на пляцовці у Нізі. Ну, яшчэ, може, варто порозмовляти. День добрый. Скажите, чи... По-русски не могу говорить. А по-русски? По-русски могу. Скажите, чи чули ви сьогодні зустрічу, бачили зустрічу Лукашенки з працівниками Білоруськалії? Кусочками смотрела, які но ураження? Белоруськалия, а смотрела МЗКТ. Ну так, які ураження? Ну, у меня впечатление, конечно, что он просто-напросто уже тыкается везде, где бы найти опору. И везде приказы жестокие, всякие эти руководства, которые все-таки подвластно государственным органам. И они тогда сдерживают всех остальных рабочих, не пускают никуда. У меня вот такое впечатление. Дякую вам. Дякую. Ходимте послухаем, что там. А? Все, кто с плакатами лицом к зрителям, встаньте, пожалуйста. Можно говорить в микрофон? А, ну это для вас? Онлайн-трансляция. Как промп полный. Добрый вечер, дорогие жители города Гомеля. Вам слышно меня? Разрешите представиться. Меня зовут Светлана Король. Я не наркоманка, не алкоголичка, не проплаченная овца. Я просто живу в этом городе и люблю этот город. А вы любите свой город? Большое спасибо, что вы сюда пришли. Мы очень хотели бы, чтобы на нашей встрече были сейчас представители администрации города Гомеля и Гомельской области. Есть кто-то среди присутствующих из представителей администрации нашего города? Да, пусто. Они не пришли.
области. Ну что же, в таком случае... Мы находимся каля облвыконкама, вот там находится та самая администрация. Очень громко. И в таком случае мы наше обращение передадим в приемную городского исполнительного комитета и областного исполнительного комитета. Мне очень, конечно, хочется сказать, что вы невероятные, как говорит всегда Мария Колесникова, но я думаю, что постепенно до этого дойдет. Я хочу сказать, в каком формате наша небольшая встреча пройдет. Это абсолютно экспромт, что я сейчас здесь стою на сцене. И очень рада видеть, кстати, своих учеников, бывших среди присутствующих. И хочу сказать, что да, я педагог. И среди педагогов мне не стыдно за себя и за то, что происходит в это время и в чем я принимаю участие. И хочу, чтобы все мы не отождествляли педагогов с теми людьми, которые допустили фальсификации на выборах. Не ставили знака равенства между педагогами и фальсификаторами, потому что среди педагогов очень много хороших людей, как вот, например, я. Итак, мы начнем сейчас вот с чего. Сегодня тоже абсолютным экспромтом люди, которые занимаются развитием различных общественных организаций города Гомеля, собрались и написали обращение к председателю областного исполнительного комитета, председателю городского исполнительного комитета и председателю... И кому еще? Да, и прокурору Гомельской области, и в другие государственные и республиканские органы. Это обращение сейчас зачитает Евгений Меркис. Кто он, вы, я думаю, вы знаете, и он сейчас представится сам. Шановне господарство, щиро вітаю вас сьогодні у самому центрі другого по величині города Беларуси. Я поки що не можу зрозуміти, скільки вас, тому дайте гуку. Мене справді кличуть Євген Меркіс, я відомий незалежний журналіст, громадський активіст, який годами спробує зробити наш город лепей і наблизити перемены. Я лічу, що на опошніх виборах відбулася велика кількість фальсифікацій. Я хотів би спитати у вас, кто на опошних президентских выборах проголосовал за Александра Лукашенко? А кто проголосовал за інших кандидатов? Я мяркую, гэта дае нам пэўны голос. І таму сёння я хотел бы зачитать той зворот до наших республиканских и региональных уладов, которые склали представники громадских организаций и объединений города Гомеля. Воззвание. Мы, ниже подписавшиеся представители общественных и политических организаций и инициатив города Гомеля и Гомельской области, объединившись в Гомельскую координационную раду, осознавая важность происходящих в нашей стране событий, констатируем, что избирательная кампания по выборам президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года прошла с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Вы согласны? Данные выборы не могут быть признаны свободными, честными, прозрачными и демократичными. Официальные результаты не отображают реального волеизъявления граждан Республики Беларусь. Согласны? Предшествующие и последующие события привели к эскалации насилия со стороны силовых органов в отношении граждан, мирно выражавших свое несогласие с официальными результатами выборов. На данный момент в ИВС и тюрьмах страны незаконно удерживаются сотни наших соотечественников, многие из которых подвергаются насилию и унижениям. Основываясь на ценностях свободы, демократии, равенства, верховенства права и прав человека,
уважение к человеческому достоинству и руководствуясь Конституцией Республики Беларусь с целью предотвращения дальнейшей дестабилизации социально-политической обстановки в стране, исключения угроз государственному суверенитету и территориальной целостности, а также налаживанию процесса мирных изменений, мы, как представители Гомельской координационной рады, требуем. Сейчас я зачитаю 6 пунктов. Первое. Признание недействительными озвученных 14 августа 2020 года итогов голосования на выборах президента Республики Беларусь. И привлечение к ответственности участников фальсификаций волеизъявления белорусского народа. Второй пункт. Незамедлительной отставки Александра Лукашенко по причине утраты доверия. Третий пункт. Безусловного освобождения всех политических заключенных и граждан, задержанных во время избирательной кампании и последующих событий, а также прекращения всех политически мотивированных административных и криминальных дел и полного прекращения преследования по политическим мотивам, в том числе граждан, привлеченных к ответственности за проявление своей гражданской позиции сотрудниками ГАИ. Полноценного и прозрачного расследования всех случаев насилия со стороны правоохранительных органов при задержаниях и содержании под стражей мирных граждан, в том числе убийств, фактов пыток и истязаний. Разместить в открытом доступе список задержанных, арестованных и привлеченных к административной и уголовной ответственности во время избирательной кампании и последующих событий. Вы согласны? Пятый пункт. Мы требуем проведения в течение ближайших 3 дней в городе Гомеле круглого стола с участием Гомельской координационной рады, представителей гражданского общества и руководства города Гомеля и Гомельской области с целью обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, организации прямой трансляции и равного доступа по достоверному освещению данного мероприятия государственными и независимыми СМИ. Согласны? Як ви лічите, у нас отримається? Шестой пункт. Не препятствовать свободному проведению мирных общественных собраний, акций, митингов и шествий в городе Гомеле и других населенных пунктах Гомельской области с целью свободного выражения мнений и убеждений. На данный момент в состав Гомельской координационной рады входят Светлана Король, знаменитый гомельский историк и кандидат мастерства Евгений Маликов.
Нарешті протести яны нейкім чынам набываюць кіраўніцтва. Нехта пачынае каардынавацца, утвараць каардынацыйныя рады. Вот зараз Евген Меркес зачытывал склад каардынацыйнай рады, ад імя якой будуць якія будуць выступаць ад імя Гамельчукоў, фармуляваць свае патрабаванні, у якую ўвайшлі такія грамадскія дзеячы, краязнаўцы, журналісты, палітыкі. Таму што насамрэч наспеў час ужо неяк всё это фармуляваць, выразна фармуляваць патрабаванні людзей, выразна фармуляваць свае патрабаванні ўладзе. Пробачьте, дозвольте. Дякую вам. Дозвольте. Спасибо. На самом деле Дозвольте. мы, жители Беларуси, невероятные. И все те, кто наблюдает, а сейчас за нашими событиями, за нашей революцией, наблюдает весь мир, все удивляются, насколько мы мирные, воспитанные. Мы переходим дорогу только на зеленый свет. Мы убираем за собой мусор. Мы собираемся, и никто ни с кем не ссорится. Чем меньше милиции, тем больше у нас порядка. Потому что где работает наша власть, наш областной исполнительный комитет. Я хочу, чтобы мы с вами ответили на вопросы. Есть ли среди нас люди, которые хотят в Беларуси в Майдан? Есть ли среди нас люди, которые хотят, чтобы страна была разорвана на части? Есть ли среди нас люди, которые хотят утраты белорусского суверенитета? Потому что мы мирные люди, и мы хотим мирного разрешения возникших проблем. А самые мирные представители нашего гражданского общества, и все в этом году убедились в этом, весь мир, это женщины Беларуси. Да, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, но и мы сами по себе женщины, мы личности. И когда говорят, что на улицу восставать против существующей власти вышли неразумные подростки, я хочу, чтобы власть увидела, мы здесь, нас мало, до велика, мы красивые, умные, самодостаточные женщины Беларуси и Гомеля. Обращение, под которым подписалось более 2000 прекрасных гомельчанок. Эти гомельчанки несколько дней образуют прекрасную цепь солидарности. Они демонстрируют, что мы против насилия. Мы недовольны тем, как с нами обошлись в этой избирательной кампании. Александр Лукашенко сказал, что он вскормил нас своей грудью. Нет, он вскормил своей грудью тех, кто пытает людей на Окрестина. И власть младенцев – это стоны людей на Окрестина. Я уверена, что каждый из вас послушал этот ужасный трек, как страдают, как плачут взрослые мужчины, молодые парни, молодые девушки, которых избивают, насилуют, истязают. Так власть не поступает. Насильно, мил, не будешь. Председателю Гомельского областного исполнительного комитета Соловью Геннадию Михайловичу.
председателю Гомельского городского исполнительного комитета Кириченко Петру Алексеевичу, прокурору Гомельской области Морозову Виктору Николаевичу. Мы, женщины Гомеля и Гомельской области, мамы, сестры, дочери, подруги, обращаемся к вам с надеждой найти понимание, защиту и опору. В последние дни нашу страну и наш город захлестнула волна жестокости, ненависти, беспредела силовых структур по отношению к гражданам Республики Беларусь. Это преступление против жителей нашего города и народа Беларуси. Мы победили фашизм. Наши деды переворачиваются в гробу, когда видят все это. Так нельзя. Какие бы распоряжения вам не поступали, в конечном итоге каждый из нас сам решает на своем месте, что делать. Именно вы на своих местах, в своих кабинетах. Вы слышите сейчас нас? Вы открыли окна, чтобы слышать наш голос. Мы знаем. Пожалуйста, прекратите эту волну беззакония. Прекратите политические репрессии и насилие. Мы не хотим жить с президентом, который обманывает и предает свой народ. Мы не хотим страшной смерти для своих детей. Мы не хотим терять своих мужчин. У нас очень много молодых, красивых девушек, которые еще не замужем. И им нужны здоровые, смелые парни, не покалеченные ОМОНом. Мы требуем, первое, прекратить политические репрессии, убрать с улиц нашего любимого прекрасного города ОМОН и прочих карателей без опознавательных знаков, да? Амнистировать жителей Гомельской области и города Гомеля, пострадавших из-за высказывания своей политической позиции. Освободить всех граждан, задержанных за участие в мирных акциях. Отменить вмененные штрафы и прочие санкции, в том числе предоставленные как нарушение ПДД и общественного порядка. Прекратить преследовать велосипедистов, автомобилистов. Так нельзя. Мы хотели, чтобы кто-то из присутствующих извинился перед народом за эти репрессии. Извинился за то, что погиб молодой парень в нашем городе. Вынес соболезнования семье. Я предлагаю сейчас почтить минутой молчания память погибшего Александра Вихора. Мы жители города не хотим хоронить наших парней. Выражаем свои искренние соболезнования маме Александра и всех тех, кто пострадал от пыток и насилия. Четвертый пункт. Расследовать превышение полномочий сотрудниками УВД города Гомеля и отстранить от своих должностей всех, кто отдавал преступные приказы. Признать наличие фальсификаций на выборах, признать недействительными объявленные результаты выборов 9 августа 2020 года. Защитить право своих граждан на свободное волеизъявление. Еще раз хочу сказать, что это обращение подписало более 2000 женщин нашего города. Таких массовых обращений наши органы власти вряд ли когда-нибудь получали на свой стол, но оно будет у них на столе. И хочу добавить еще от себя. Президент Лукашенко хочет, чтобы мы его любили. Но любовь не бывает насильной, да.
не президент Лукашенко. Не бывает любовь к насильнику. Насильно мил не будешь. И мы, женщины, заявляем, 6-й раз нам не хочется. У нас от вас болит голова. Женщины согласны со мной? Мы заявляем, уходи! 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 Которые хотят выйти к этому микрофону и обратиться к вам и чиновникам города Гомеля, руководству пока еще нашего города. Да, Уважаемые друзья, меня зовут Юрий Глушаков, Белорусская партия «Зеленых». Впервые за много лет я горд, что я белорус. Сегодня мы с вами всему миру показали, что достойны людьми зваться. То, что происходило на этой неделе, войдет наверняка в анналы истории, мировой истории. Сегодня нам пишут из разных стран, из Франции, Финляндии, Германии. Все выражают солидарность с белорусским народом, который поднялся на борьбу. То, что происходило на этой неделе, не имело аналогов в нашей новейшей истории, наверное, за последние 100 лет. Последний раз людей на площади в Минске и в Гомеле, вот на этой самой площади, стреляли 115 лет тому назад, во время революции 5-го года, во времена царизма. Потом еще была фашистская оккупация, когда людей вешали на этой площади. И больше такого не было никогда. И разве нужна нам такая власть, которая допустила такой страшный, чудовищный террор над мирными людьми? Фашизм не пройдет! Позор! 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 Еще я хочу сказать, почему это все произошло. Не только потому, что какие-то отдельные люди не понимают ценности свободы или демократии, или законных выборов. А произошло это еще и потому, что последние несколько десятилетий нас с вами грабили, опустошали наши карманы, взвинчивали цены, не давали нам достойный заработок за наш труд. И все это оседало в их карманах. Свободные выборы, народная власть не позволят так беззастенчиво грабить нас всех. Поэтому они защищают награбленное вот такими дикими и жестокими способами. Нет грабежу! 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 Общество, а точнее его государственные структуры, пронизала коррупция снизу доверху. Вы сами прекрасно знаете, что происходит с нашими бюджетными деньгами. Вместо того, чтобы потратить их на садики для детей, школы, больницы, поликлиники, они перекладывают плитку здесь по 2 раза в год. С зимней на летнюю, с летней на зимнюю. Строят флагштоки, никому не нужные. Мы должны требовать, чтобы наши с вами деньги, а именно мы своим трудом пополняем государственный бюджет, тратились на наши нужды. И еще очень важно не забывать о том, что свобода начинается с каждого отдельного человека. И если человек на месте связан контрактным рабством, он не может быть свободным человеком. Долой принудительные контракты!
сказать. После черных дней террора первым, кто встал на пути карателей, были наши белорусские женщины и девушки. И я перед их мужеством становлюсь на колено. Девушки наши самые красивые в мире и самые смелые. А второй, кто остановил террор, это были наши рабочие, которые запастовали. Поэтому сегодня солидарность наших людей, рабочих, девушек, молодежи, которая проявила себя самым лучшим образом. Это самое главное, что позволит нам прийти в новую, свободную и справедливую Беларусь. Пока мы едины, мы непобедимы. 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 Спасибо вам, дорогие земляки! Мы победим! Мамка, тебя все экраны видели? Я христианка, белоруска. Я горжусь тем, что я вас люблю всех. И хочу сказать по поводу коррупции. Вот это здание, группа входная, крыльцо, когда сделали его с подогревом, оно стоило $15 миллионов. Вот они шикуют, это я конкретно знаю, это можно найти в экспертизе Гомельского облисполкома, райисполкома. Я была проектировщицей и знаю, что он стоит столько, $15 миллионов. Два туалета, которые внизу в парке построили по $1 миллион, откаты идут туда сумасшедшие. И теперь еще по поводу вчерашнего поддержки президента. Он показал, что у него 3% точно, потому что туда были собраны со всех областей его же кормушники. Больше там не было. А на митинге в городе, не показывая Гродно, Гомель, там остальные бред, было в пределах 300 тысяч людей, свободных людей, которые пришли выполнить свое волеизъявление. И это вот говорит о том, что у него 3%, а мы 97%. Сейчас есть большое количество людей, которое разделилось за и против. Но мы с вами живем в одной единой стране. Мы белорусы. И наша задача договариваться. Тех, кто нарушил закон, нужно наказать. Тех, кто заблуждается, можно переубедить. А со всеми остальными нужно разговаривать. Мы не должны разделиться на два народа. Мы один, единый белорусский народ. Добрый день. Меня зовут Владимир. И я хочу сказать следующее. Здесь вот было несколько заявлений. Отлично, что заявления лежат на столах где-то, но они должны работать. Должна быть создана стачком инициативная группа, которая должна идти в первую очередь в прокуратуру, чтобы прокуратура нас поддержала, не поддерживает прокурор, как не поддержал губернатор, в отставку. Заместителей в отставку надо брать в свои руки власть. Наша власть. Мы показали на выборах. В Конституции у нас записано в конце концов, что народ власть. Кого мы боимся? Можно бастовать месяц, можно бастовать 2 месяца. Надо с завтрашнего дня конкретно договариваться, идти в Следственный комитет, чтобы возбуждались дела эти. Не просто бумаги, чтобы лежали заявления. Нужны конкретные люди, которые пойдут туда, вот, просто к следователю СК, который по закону должен возбудить уголовное дело. Дальше. Пусть учителя не боятся за свои фальсификации. В прокуратуре, если ты приходишь и сам рассказываешь о преступлении, с тебя снимается вся ответственность. Приходите, рассказывайте, кто вас заставил фальсифицировать. Помогайте нам возбудить уголовное дело о фальсификации.
на основании которого и Лукашенко мы потом снимем, и все остальное произойдет. Нельзя просто собираться и ничего не делать. Надо идти работать! Да, на самом деле именно с этой целью сегодня собрались представители различных общественных организаций города Гомеля. Больше того, я хочу сказать, что в Гродно и в Бресте координационные советы сегодня уже провели первые переговоры с мэрией своего города. Ребята отзвонились и сказали: все замечательно, мы договариваемся, пути назад быть не может. Координационная рада Гомеля предлагает собраться представителям власти с нами и рассмотреть вопросы этого переходного сложного периода. И мы на этом будем настаивать. Я член волонтеров инициативной группы Светланы Тихановской. Нашу группу еще фашисты. Юру Власова посадили, Юру Власова, моего руководителя, посадили под надуманным объявлением. Не, Соловья, на жаль, не будет, потому что я не захотела зустрічатися з людьми. Вітаю. Скажіть, ви бачили сьогодні сюжет, як Лукашенко зустрічався з працовними? Да, я все это видел. Поделитесь вражениями. Что думаете про его поводины працовных? Я другого не ожидал, конечно. Я не ожидал... Что вы бачили? Я ожидал, что, естественно, Лукашенко будет все отрицать, будет держаться, естественно, за свою власть. Но я увидел, что люди перестали бояться. Это приятно. Почему? Потому что, действительно, так дальше просто нельзя. Просто черта пройдена. Это ужасно. Реально больно просто на это все смотреть. Поэтому, конечно, я за рабочих людей и действительно их поддерживаю. Потому что все, хватит. Нельзя. Я согласен с ним. Дякую. Вітаю. День добрый. Скажите, коли ласка, вы были инициатором, одна из инициаторов этих подписей, так? Да. Скажите, чем все скончилось? Мы собрали больше. Подождем. Мы собрали больше, чем 2000 подписей женщин, только женщин, за один день. Женщины сейчас очень мощная сила, и это так, потому что все-таки нас больше, чем мужчин. Мы на самом деле большая часть жителей этой страны. И мы здесь работаем, рожаем детей, мы создаем эту страну. И это наша страна, это мы все это делаем. Вот. Поэтому мы решили, что надо взять инициативу, обратиться к нашим властям и призвать их прекратить беззаконие. Они просто сейчас нарушают закон и нарушают Конституцию Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы они все-таки встали на то свое правильное место и начали охранять свой народ. Алексина, но они же ставленники Лукашенки, так? Соловей призначил сам Лукашенко, Кириченко призначил керівників АБЛ і Гарвиконкама. То есть, может быть, мы не с того починаем? Тобто вони просто виконавці, але є ще верховний чоловік, який дає загади Лукашенко. Да, но они люди, они знают законодательство, они опытные управленцы, и они знают, что вообще на самом деле следует за тем, когда ты нарушил закон, предал свой народ и пошел против него. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что они, как опытные управленцы, как все-таки в первую очередь люди, которые живут в этом городе и ближе к этим людям, поведут себя правильно. Дякую вам. Они перегородили дорогу фурами и не пускали гомельчан в Костюков. Вышло! Я не знаю, я никогда не видел в Костюковке столько людей.
парня убили. Убили как донечанина, который ясно были. День добрий, Лариса Ширкова, Белсат. Скажіть, будь ласка, чи бачили сьогодні зустрічу Лукашенко з працовними? Да, я видел, смотрел. Які враження? Вы знаете, печальное впечатление, потому что я не увидел в его глазах понимания всей сложности ситуации. То есть, как бы, эта риторика, которой сейчас наши власти пользуются, она говорит нам о том, что если... Какая? Внешняя погроза, так? Да, внешняя погроза, да, нам рассказывают, я немножко утрирую, что если, не дай бог, завтра не будет Александра Григорьевича, то Земля сойдет с орбиты и врежется в Солнце. Но мы же все понимаем, мы взрослые люди, что этого не произойдет. Поэтому все это грустно и печально. Я считаю, что мы, белорусский народ, имеем право на свой свободный выбор. Мы должны выпустить всех политзаключенных, провести с самого начала, начиная с сбора подписей и регистрации инициативных групп, выборы и выбрать свой путь. И как решит большинство, так должно и быть. Лично я, к примеру, пророссийски настроен. Это лично мое гражданское мнение. Но если белорусы решат, что нам надо идти в Европу, значит мы пойдем в Европу. Если решат, что мы должны остаться в нынешней ситуации между Европой и Россией, значит мы будем между. Мы должны действовать, как правильно выразиться, По закону. Нет, не по закону. Мы должны действовать по воле народа. Это самое главное и самое дорогое, что у нас есть. Дякую вам. Сябры, вітаю, Лариса Ширкова, Белсат. Скажите, что вы думаете про сегодняшние заявы Лукашенки, про сегодняшние поводины его с працовными? Что-нибудь есть некие думки? Ну, такая обычная риторика, угрожающая. Результата от нее не будет. С каждым днем только хуже и хуже реакция на то, что говорит народ. Добре, а як вирвати владу з рук диктатора? Продолжать вот мирные протесты. А яким чином мирні протести примусять його оторвати синеючі пальці? Як він казав, я не буду синіми пальцями триматися за владу. Ну, але по ході тримається, так? Тримается, конечно. Ну, на сегодняшний день уже 9 из 10 заводов, как я видел, не работают. Возможно, это заставит что-то. Страйк, так? Сложно. Ефективний це механізм? Для власти, не знаю. У нас і так працовні на склад працюють. Лукашенко буде рад старатися, що не треба буде платити їм гроші. Вряд ли. Вряд ли он будет рад стараться. Ну, не знаю, я не готов оценить эффективность для экономики, но и других вариантов, наверное, пока тоже нет. Дякую вам. Что хотели додать? Ну, можно додать то, что треба, я перейду на русский, все-таки Тихановской, как это называется, юридический дефолт. Правовой дефолт. В правовом дефолте пора признавать состоявшимися выборы с результатом выбора Тихановской. И в этом случае есть юридические уже предпосылки менять власть. Вот и все. Других вариантов нет. Дякую вам. Сябры, я нагадываю, сёння мелася адбыцца сустрэча. Ну, прынамсі, жыхары вельмі хацелі, каб Геннадзь Салавей, старшыня аблвыканкаму, запрасіў іх да сабе. Але, наколькі я разумею, сустрэча не адбылася. І ні Пётр Кірыченка, ні Геннадзь Салавей, кіраўнікі горада і вобласці, не захацелі сустрэцца з пратэстоўцамі. Тут зачитывалася аўдыёзапіс тэлефанавання да Петра Кірычэнкі, маўляў, кіруючы справамі, сказаў, што трэба все было загадзя ўзгадняць, і, магчыма, Петр Кірычэнка сустрэнецца з людзьмі. Вось. Так што, магчыма, яшчэ такая сустрэча будзе. А цяпер адбываецца проста яшчэ чарговы мітынг, але гэта не чарговы мітынг, гэта ўжо рэальны мітынг, таму што, наколькі я разумею, раней былі толькі шэсце, толькі флэшмобы, а цяпер гэта мітынг з канкрэтнымі патрабаваннямі да ўлады, з дакладна сфармуляванымі. Дзень добры, Лариса Ширкова, Белсат. Скажите, ласка, што скажаце наконт сённяшняй сустрэчы Лукашэнкі з працоўнымі? Бачылі, чулі? Вчера он встречался. Сегодня. Сегодня? Ну, вот это людей организовали. Как он себя поводит, коли он бачит столько? Вчера был митинг, так? Ну, а бачили кадры из митингу? Смотрели, да. Смотрели.
Ну, Цепляется что скажете? за власть наш батька. Синими руками, белыми. Сильными, да. Не хочет отдать мирно. Слухайте, а от ён казаў, калі мяне народ попросить, я уйду. Як вы лічыце, народ уже попросил чи не? Попросил, но он не уйдет. Частично попросили. Но не уйдет он, наверное. Так ён схлусіў, так? Ці як трэба яго прасіць? Вы не зразумелі этой фразы? Як яго трэба прасіць? Якім чынам? Белсат, да, компания? Все понятно. Якім чынам яго трэба прасіць, каб ён... Ой, тяжело сказать, но власть тяжело отдать. Цепляется батька за власть, цепляется. Дякую вам. Ну што, сябры, тут знаходзіцца некалькі тысяч чалавек. Як я уже сказала, гэты мітынг адрозніваецца. Эта сустрэча адрозніваецца, таму што тут прагучалі канкрэтныя патрабаванні да ўлады, гэта і расследаванне крымінальных спраў. Ну, не то, што і расследаванне крымінальных спраў, а на завядзенне крымінальных спраў і расследаванне тых фактаў проста бясчынстваў, зверстваў, збіцця, затрымання пратэстоўцаў. Лариса Широко, Белсат. О, для чего мы здесь? Что? Для чего мы здесь? О чем речь? Ну, мне хотелось бы, как вы оцениваете поведение Лукашенко после выборов? Ну, это фальсификация, плевок народу в лицо. 26 лет. Ну, сколько можно терпеть? Уже пора, ну, людям, конечно, кончать с этим безобразием. А як можна кончити з ним? С ним? Ну, з безобразием і з ним. Як можна? Яким чином вирвати його Да владу? я даже не представляю. По данным ситуации, как он сегодня заявил, что только убьют меня, тогда я, наверное, могу покинуть. Ну, на Минске. Он выступил, сказал, что ну никак. Так а що ж нам робити? Ми ж не можемо чекати, поки його ніхто заб'є. Та може його ніхто і не заб'є ніколи. Ми не сам буде довго жити. Ми так, може, не проживемо довго, як і він. Не знаю. Які ефективні механізми ви бачите все ж таки переходу влади? Який-небудь механізм бачите? Як ви до забастовки ставитеся? Ефективно гэта ці не? Да кроме забастовки ничего не осталось. Надо всем выходить. Это как минимум всем выходить на площади, заводы остановить, все остановить. Ну, другого варианта просто нет. Ну или последнее, то что революция, захватить мосты, банки. Ну, это уже вроде как очень... Не наши методы, да? Мы мирные люди. Не 17-й год. Большевиков нету вроде. Это плохо. Были большевики, уже захватили. Ну, треба керуючая сила, конечно. Да. А были некие лидеры, да их всех у трубу посадили, вот и все. И народ обезглавленный. Так 26 лет убирали всех, кто... То есть остались... Вырезали весь генофонд Беларуси. Осталось то, что осталось. Тут просто надо узнать, какая у нас вообще структура власти. У нас никто не знает ни имен депутатов, никого. Просто, чтобы вот те, кто назначается, чтобы Тиханович прямо из-за границы по интернету показала, вот этот человек у нас уволен, а вот этот назначен, все. И вообще, ну чего мы сюда пришли? Это ж, они тут тоже ничего не решают. Здесь собирают наши деньги и тратят наши деньги. Надо идти в прокуратуру, к главному прокурору. Если он ничего не может с этим сделать, надо написать заявление о несоответствии. А была уже заява генерального прокурора Конюка, який вельми виказав занепокоєність несанкціонованими масовими мероприємствами. Надо писать заявление о несоответствии занимаемой должности. Если он не может контролировать свою структуру силовую, если он не может по 192 статье УК РБ осудить вот этих вот людей, которые сидели на избирательных участках, то какой он прокурор? Кто он вообще такой тогда? Ну, я так думаю. Добре, а як на конта судити тих людей, які збивали людей у постарунках у милиции? Ну, понимаете, я вот эту структуру хорошо знаю, это ж не первый день. Там мясорубочка работает постоянно. Просто в этот раз косточка застряла, и это все вылилось. А там, ну, я 10 лет назад сидел 3 месяца до суда по статье нападение на сотрудника, хотя я просто пил пиво, ну и сопротивлялся при аресте, и не особо сильно. Ну, я посмотрел там изнутри, это все не первый день идет, там машинка работает, правда, ну, там не всех бьют, там милиция тренируется на тех, кто в карцере, поэтому туда никто не хочет попасть, ну, там, ну, а сейчас, думаете, уголовников не подвигали. Переполнение камеры это там постоянно. Я вот сидел 3 месяца, у нас было до 20 человек в 6-местной камере. В изоляторе? Да, в изоляторе. На Междугородней, так? На Книжной. А, это СИЗО.
Ну да, я Это не сейчас ИЧУ. название уже не помню, 10 лет Это не назад изолятор было. часового утримания, это... Ну, 10 лет назад был. Там это постоянно, ничего в этом страшного. Там даже приятно, когда много людей. Разрешают спать и днем, и ночью. А когда так, то, ну, только ночью можно спать. Ну, такая вот. Дякую вам, дякую. Ну что, сябры, некалькі тысяч гамельчукоў сабраліся на мітынг у адрозненне ад флешмобаў, ад шэсцяў такіх святочных. Сёння все-таки гучалі канкрэтнае патрабаванне да ўлады, каб выпусцілі палітычных зняволеных, каб узбудзілі крымінальную справу супраць міліцыянтаў, якія збівалі людзей, ну і, конечно, каб пераглядзелі вынікі выбараў. То есть канкрэтныя сёння прагучалі патрабаванні да ўлады. Прабачце. Политикой, интересуйтесь экономикой, это как политика, это концентрированная экономика. И считайте независимые СМИ различные точки зрения, и не будьте скотом. Все. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я обычный житель города Гомеля. Посчитал нужным для себя сказать просто свое частное мнение. Я не знаком с миром. Уже какие-то нападки на него. Я думаю, он делает что-то, что может. Я об этом ничего не знаю. Мое частное мнение такое. Там стоит исполком, мы все знаем, сколько мы заплатили за ступеньки этого исполкома и так далее. Там работает человек, который сегодня к нам не пришел. Не мы должны идти к нему с инициативной группой. Он должен идти сюда. И где начальник УВД? Есть конкретный человек, который отдавал приказы по задержанию, по избиению. Где эти люди? Это мое частное мнение, возможно, кто-то с ним не согласен. Я считаю, что не мы должны идти к ним, а они должны идти сюда. И не должно быть причины, по которой эти люди не могут прийти к нам. Мы здесь стоим и ожидаем увидеть здесь. Спасибо. Родные белорусы, я скажу от простых людей, с которыми с понедельника стою каждый день на улице. Ребят, я первый раз за 40 лет, вернее за 20, вспомнил, что такое гордиться, любить Беларусь и каждого белоруса. Ребята, если мы остановимся, мы предадим друг друга. Все, мы предадим друг друга. В субботу, по поводу освободившихся, в субботу 2 часа стояли возле СИЗО. Да, человек 12 освободили. Отец одного из парня зашел к начальнику СИЗО, вышел с информацией, что 27 человек были перевезены на Борисенко, так как они ни под давлением МВД, ни под давлением КГБ не подписали бумагу. Вот и думайте, сегодня понедельник. Где эти ребята? Кто их освободил? Нет. Фамилия. Вот говорят, часть освободили. Но кто остался там? Мы не можем их найти. Родители стоят там, они здесь. Дима, родители стоят там. Хорошо. Фамилии я тебе не назову. Ну, пусть они со мной свяжутся. Я не могу. Поэтому... Хорошо, я приеду. Вера, можно! Здравствуйте. О каких 3 днях может быть срок нашему, так сказать, сзади зданию? Мы неделю живем на площади. Почему мы должны им какие-то уступки 3 суток и всего? Пусть сегодня идут, никаких важнее дел не может быть. Кровавым рукам нет. Смотрите, не выпустили еще. Взял ОМОН. Я хочу сказать, сейчас много людей появилось. Вот Дмитрий некий здесь есть, обещает помочь. Ну, наверное, можете обратиться. Но я вам могу сказать... Я вам могу сказать, что реально помогает правозащитный центр «Весна». Мне помог. Всем нам, кто к ним обращался, они помогали и помогают. В частности, хочу поблагодарить Леонида Судаленко. Это лучший правозащитник, я считаю, Гомеля.
вот эта организация, правозащитный центр «Весна», абсолютно четко помогает. Но можете к Дмитрию обратиться, здесь я вам не подскажу ничего. Что хочется сказать? Про Юру Власова, да. Это было на следующий день после того, как в Могилеве первый раз жестко приняли Тихановского, вот, мы здесь собрались. Ну, это был реально первый хапун в Гомеле, и тогда нас 20 с лишним человек жестко взяли. Ну, правда, это абсолютно совсем не то, что мы видели после 9 числа, особенно в Минске. Это жесть, это беспредел, это геноцид, и они преступники. Вот не мы преступники, они преступники. Вот это мы все должны понимать. Спасибо за внимание. Отпускай! 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 Меня зовут Солодкая Светлана. Самые опасные дни 10-го, 11-го, особенно 11-го, я с ребятами, с сыном шла по улице Победы, по Кирова, и у цирка нас избили ОМОН. Я чудом осталась жива, потому что молодой ОМОНовец, который поднял на меня дубинку, он увидел, что я женщина. Ни крики, ничего не помогло отпустить другого мальчика. Как бы мне хотелось его сейчас увидеть. Поэтому я думаю, лукавый, упырь, он одно сделал в нашей стране. Он не отменил смертную казнь, которой он достоин. А то, что я посмотрела в Окрестино, я считаю, тот ОМОН, а это не люди, я своими глазами видела. И всех остальных упырей надо посадить в Окрестино, когда все это закончится. Тогда, наверное, каждый будет знать, что нужно отвечать по заслугам. Но если даже этого не случится, все равно их Бог не простит, потому что на том свете они будут мучиться. У меня все, спасибо. Дорогие сограждане, меня зовут Андрей, я, можно сказать, представитель интеллигенции, я работаю в Гомельском государственном университете. Я могу сказать вот что, да, мы все вроде бы простые люди, и от нас зависит многое, но вот то, что я вижу, и то, что для меня очень важно, что очень отчетливо видно, что во власти, в нашей власти тоже очень много людей, которые недовольны существующим положением. Вы что думаете, что вот те люди, которые там 25 лет сидели рядом с... Однако, что надо делать, чтобы было слышно? Поворачивайтесь в разные стороны. Вот я хочу сказать, что те люди, которые сидели рядом с Лукашенко 25 лет, и они постоянно сидели там с опущенными головами, слушали скотство, унижение, хамство с его стороны. Очень многим людям во власти это тоже надоело. Вы посмотрите, действующий посол Беларуси в Словакии выступил против власти. Его отозвали? Нет, не отозвали, он продолжает быть послом. Это значит, что его руководство, в его руководстве тоже есть очень много людей, которые с ним солидарны. Да, застрелили протестующего в Минске, застрелили. Но появилось фото с разных ракурсов. Вы задавали себе вопросом, а кто это фото вообще видео снял? То есть, видимо... Я сейчас тоже снимаю. Да, я говорю о том,
что в силовых структурах тоже есть люди, их достаточно много, которые недовольны Лукашенко. Поэтому не надо думать, что вот мы только простые люди протестуем, а во власти все согласны. Нет, это не так. Поэтому надо продолжать давить на власть. И большинство людей, если они почувствуют давление, люди не будут за Лукашенко бросаться на амбразуру, те, которые рядом с ним. Поверьте мне, живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Здравствуйте, граждане. Мне немного страшно, я очень волнуюсь. Я хочу спросить у вас, почему мы все сегодня здесь собрались? Это не потому, что задержали людей, хотя это, конечно, очень важно. И главная причина, почему? Потому что выборы сфальсифицированы. Это главное наше требование — отставка Лукашенко. Потому что он не наш президент, мы его не выбирали. Вчерашняя демонстрация огромная, 20 тысяч человек, я не знаю, наверное, было в центре Гомеля. Эти люди показывают, что вот наш процент. Большая часть вышедших людей на улице Гомеля, не только мы, не только вчера все люди, практически все голосовали за Тихановскую против действующей власти. И нам надо требовать первое — это отставка Лукашенко. Также дискредитировать ЦИК полностью — это тоже отставка. Нас сейчас с вами пытаются забалтывать. Вот я не хочу ничего сказать, что не надо писать эти бумаги. Конечно же надо. Человек вышел и сказал, что есть правозащитный центр «Весна». Я советую вам обращаться туда. Нас пытаются забалтывать. Нам надо организовывать забастовки на предприятиях. Людей на Госфильмаше заблокировали, чтобы они не могли выйти. Людей запугивают. Сотрудники в штатском по вечерам хватают людей во дворах. ОМОН хватает людей во дворах. Вы все это знаете. Это нельзя терпеть. Я считаю, что нам нельзя останавливаться ни в коем случае. Извините, я очень сбивчиво говорю. Уходи! 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 Добрый вечер, Гомель! Я стараюсь не волноваться, но, возможно, моя информация кому-то поможет. Меня зовут Зоя Ковалькова. Я практикующий психолог. В настоящее время я оказываю бесплатную психологическую помощь людям, которые пострадали от насилия силовиков, а также им родным. Я оставлю здесь на парапете несколько своих визиток. Также моя информация есть, если спросить, в общем, можно спросить. Далее, я там была в пятницу и раздала свои визитки. Что хочу сказать. Мы очень много говорим насчет того, что нужно делать, и это правильно. Но немножко, к сожалению, не все владеют информацией, что стоит за поступками людей. И это довольно сложно. И просто лозунгами, к сожалению, это не изменить. Но это отдельная история. Хочу сказать о пути маленьких шагов, к которым мы сейчас как раз-таки идем. Насчет того, что если вас действительно, по-русски, как сказать, обурыли, буду говорить все-таки на общем, да, сейчас понимаемом языке. Если вас возмутили, да, если вас подвергли насилию физическому, моральному, при задержании и так далее, действительно нужно писать бумаги. Я расскажу вам как. Очень замечательную статью, постараюсь очень кратко, потому что сама часто стою и слушаю, это тяжело. Значит, есть такая статья 455 «Злоупотребление властью». Для того, чтобы ваши бумаги были увидены и чтобы вы понимали, какое лицо непосредственно взяло их в руки, обязательно
сделать курьерской службой, то есть с уведомлением. Вам отрывают корешок, на котором они обязаны поставить свою подпись. Бумага будет, к сожалению, не одна. Пишется сначала в РОВД, либо прокуратуру по месту жительства или по месту событий. Значит, далее, чтобы доставили с уведомлением и обязательно с подписью. Вот еще вложение для того, чтобы подтвердить, какой именно документ вами отправлялся. Не рассчитывайте, что заявление будет рассмотрено по существу, поскольку на данный момент милиция на стороне власти. Но это необходимо для фиксации лиц, не исполняющих присягу перед народом и свои должностные обязанности, совершая таким образом преступление, предусмотренное частью 1 статьей 455 Уголовного кодекса РБ «Бездействие власти». Далее, нужно ждать 15 дней и обязательно сохранять корешок. После чего пишется заявление, но, к сожалению, другого пути нету. Когда у вас... Пожалуйста, я прошу вас, Вы должны взять власть в свои руки. Власть за народом. Не будет, понимаете? Если мы хотим законности, мы должны сами ее соблюдать. К сожалению, на площади, на цирке, каждый день, когда я там, очень много людей совершенно... Да, мы собираем мусор, да, мы снимаем обувь, но и среди нас есть те, кто выходит в нетрезвом виде, и рядом находящиеся люди не находят в себе силы, чтобы отвести их от других от детей, которые матерятся, бросают мусор, и мы это глотаем. Если среди нас будут оставаться эти люди, я понимаю, что это долго. К сожалению, это реальность. Это нереально. Я благодарю вас за внимание. Каждый из нас делает выбор, и только его пройдя, вы поймете о его результате. Всем добра. В законном государстве такое возможно. У нас власть беззаконная. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я состою в одной из прокуратур города Гомеля. Я дежурил около ИВС на Междугородней 2 раза. Последний раз это было сегодня днем между 11 часом. К нам выходили дежурный ИВС и заместители начальника ИВС. По их заверениям, задержанных, относящихся к событиям 9, 10 и далее числа, у них нет. Но у меня доверия к ним тоже нет. В то же самое время я сегодня звонил в центр «Весна». По их заверениям, согласно их спискам, всех выпустили. И по этому вниманию всех. Если ваши родственники, близкие или кто еще-либо не выпущены, без вести пропали и так далее, обращайтесь, пожалуйста, в этот центр. Информация должна координироваться. Без этого мы приходим и говорим, кого выпустили, кого не выпустили, непонятно. Нужны понятные, четкие списки. Следующее, что я хотел сказать, это очень классно, что каждый день нас собирается больше и больше, но нам нужно больше лидеров. Как говорили некоторые люди еще передо мной, нам нужно как-то объединяться. Вот я знаю, допустим, в том же самом Телеграме группа людей, которых незаконно оштрафовали за гудок. Они объединяются. Есть люди, которых незаконно лишили прав. Пускай они тоже объединяются. Мы должны искать наших локальных лидеров. Поэтому, потому что когда каждый ходит по одному, в прокуратуру, в следственный, носит эти заявления, по одному они не значат ничего абсолютно. Только объединение. Только так вы сможете держаться. И еще, как вы правильно сказали, эти люди нас сейчас смотрят и слушают. Так я вот хочу сказать, вы люди не глупые. Вы смотрите все новости и вы видите то, что сейчас происходит. Лукашенко не нужен ни в стране, ни на Западе, ни на Востоке. Он не нужен никому. И когда он идет, это только вопрос времени уже. После вчерашнего дня, после вчерашних митингов, когда все увидели, что народ уже не боится, что у нас большинство, его уход сейчас, это только вопрос времени. И сейчас в ваших же интересах проявить активность и сделать те пункты, которые люди озвучивали ранее. Отпустить всех заключенных
все вот эти вот неправомерные штрафы за гудки, вот, лишение прав, это все должно быть отменено. И найдите и накажите этих вот зверей сами. Поверьте, это в ваших же интересах, пока некоторые горячие головы не начали это делать за вас. У меня все. Уходи! 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 Уважаемый, вас вообще не слышно, я здесь стою, вас не слышу. Несколько дней назад поступила информация, что границу РБ пересекли части Росгвардии. День добрий. Лариса Широко, Белсат. Скажіть, будь ласка, сьогодні глядели, як Лукашенко зустрічався з працовними? Які враження від цієї зустрічі? Що ви скажете? Ну, я не знаю, он, как обычно, в своем репертуаре. И людям немножечко, как бы, устрашение его продолжается. Он не понимает ничего, я не знаю. Все время какие-то у него угрозы. Не может народу объяснить нормально, ну, извиниться, я не знаю, элементарно там, пойти на уступки. У него постоянно какие-то угрозы. Ну и банально нет никакого уважения к людям. Он не считается с мнением людей. Мне кажется, человек пытается до такой степени убедить себя и остальных, что все-таки он, как бы это сказать, самое главное слово в этой стране, что он готов, как он сказал, уничтожить мягко выражаясь, клиника. То есть... А як влада може, як з рук владу? Синих рук. Синих рук? Ну, я не знаю, ну хотя бы вот это элементарно забастовки заводов, остановить предприятия, я не знаю, чтобы все вышли на улицу. Ну и уже, я не знаю, идти в конце концов к нему, к чиновникам поднимать, да, я не знаю, ну только такой способ. Да, на данный момент самое эффективное это то, что подключились рабочие. Их, правда, пытаются удерживать, но мы, как видим, это не очень эффективно. А если станет вся промышленность Беларуси, что он будет делать? Дякую вам. День добрий, Лариса Широко, Белсат. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню зустрічу Лукашенка з працовними, з народом? Ну, мне кажется, это нонсенс, конечно, он не ожидал. Никогда такого В Беларуси никогда не было. не встречал. Никогда такого не было. Кричали «Уходи» прямо у твар, да? Да. То есть он никогда, мне кажется, для него это был шок. Мне кажется, Он опешил. Вы с такой радостью кажете? Это приемно? Ну, это неожиданно, наверное. Для вас. А для вас? Наверное, тоже. А для вас это приемно бачить? Не знаю, как ответить. Не знаю. Вряд ли. Это перемены, они всегда волнительны. Ну, думаю, что да. А як владу видрать з посиневших рук? мне кажется, только мирными методами. Мне кажется, Якими? Ну, я не специалист в таких вопросах и не могу давать советы. Вот такими способами, Да. мирными демонстрациями. Мне кажется, пока да, что только всё- за добро, за любовь. Только так Ну, можно слухайте, но люди же не могут годами ходить на демонстрации, так? То есть раз в месяц надокучить людям ходить на демонстрации. Згодны? Похолодая. Ну, мне кажется, что нужно выдержать какой-то период, потому что если переходить к агрессивным действиям, это отпугнет большую часть людей.
и мы просто не получим поддержку. Я думаю, что люди вдохновляют друг друга, и из-за этого этот мотор, этот двигатель работает. Только на этом все держится. Дякую. Нічого не надо. Сябри, ну сьогодні відбувся мітинг, відбувається яшчэ зараз мітинг. Меркавалася, што будзе на сустрэчы Геннадзь Салаўёў, кіраўнік аблвыканкаму, але яго няма. Я не ведаю, па якой прычыне ён не выйшаў да людзей, але з ім сустрэча была такая вот таксама стыхійная некалькі дзён таму. Сёння у чым адметнасць гэтай сустрэчы, што ўсё ж такі гэта сустрэча наносіць характар. Гэта ўжо быў мітынг з гуказнацняльнікам, з мегафонам, з вольным мікрафонам і з канкрэтнымі патрабаваннямі да ўлады. Людзі гучалі патрабаванні адпусціць усіх палітзняволеных, якіх узялі не толькі 9, 10, 11 жніўня, але і у перадвыбарчую кампанію. Я хочу нагадаць, што ў турме знаходзіцца і Віктор Бабарыка, і Сергей Ціхановскі, і Мікола Статкевіч, і Павел Севярынец. З нашага Гомля яшчэ у турме знаходзіцца двое давераных асобаў Светланы Ціхановскай, Тацьяна Канеўская і Юрый Уласаў. І яшчэ пытанне пра палітычных зняволеных далёка не вырашана. Просто улада адпусціла тых, каго яна брутальна затрымала, збіла пасля выбраных дні, але яшчэ у яе знаходзіцца вельмі шмат людзей, якіх яна ўзяла фактычна ў закладнікі. І сёння ў гэтым мерапрыемстве, у гэтым мітынгу удзельнічала прыкладна некалькі тысяч гамельчукоў. Я нагадаю, што ўчора адбыўся марш свабоды па ўсёй Беларусі, у тым ліку і Гомеле, і ўжо ў ім удзельнічала каля 10 тысяч гамельчукоў. Вся плошча была запоўненая. Это было такое свята свабоды, вельмі натхнённае, вельмі шмат людзей было, але, як бачым, палітычная актыўнасць не сціхае, і людзі штодня ходзяць на палітычныя мерапрыемствы, ладзяць флэшмобы, ладзяць шэсця. І сёння адбыўся такі мітынг, дзе в рэжыме свабоднага мікрафона, дзе кожны мог выказацца. А я сканчаю нашу онлайн-трансляцыю і запрашаю вас на наши наступныя онлайн-трансляцыі. И официально мы как федерация... Здравствуйте.